Сегодня у нас в гостях Тимур Козырев. Ваши регалии. Я когда готовился, смотрел. Значит, так. Кандидат филологических наук. Верно. Магистр науки о нации и нацстроительстве. Верно. Лингвист, тюрколог, политолог, религиовед, плейбой. Ну, насчет плейбоя. Филантроп, миллиардер, меценат. Да. Вот все до плейбоя, все правда. Вот, очень интересно, потому что настолько разносторонних людей всегда интересно послушать. Мы вас видели у нашего друга Радика Тимиргалиева. До этого он тоже вас советовал. Вот, но, видимо, круто, что сначала он к вам пошел, вы к нему пошли. Да, я являюсь сотрудником Тюркской академии, но вы меня пригласили как частное лицо, да, и все, что я говорю, это мое экспертное мнение, то есть никакая организация за это ответственности не несет. Начнем, наверное, в целом. Тюркология изучает, это междисциплинарная наука? Тюркология иногда даже часто воспринимается как тюркская лингвистика. На самом деле тюркология, да, это междисциплинарная наука, это и лингвистика, и этнография, история, археология, в общем, все, что о тюрках. Наука о тюрках, скажем так. Маған мынау қызық, адам түркі болып есептелу үшін оның шығу тегі түркі болу керек па, әлде ол түркі тілінде сөйлеу керек па? Маған сол қызық. Потому что у нас народов на самом деле много, и они могут быть фенотипически разные. То есть взять, например, саха якута и азербайджанцы, они выглядят по-разному. Да. Но на самом деле их связывает что-то больше, наверное, прежде всего язык и культура. Ну да, вы совершенно правы. В первую очередь язык и культура, потому что искать в тюркском мире расовое единство, вы только что сами сказали, что его там нет. Вот, но есть очень глубокие пласты истории, которые всех этих народов касаются. Ну и, конечно, в какой-то степени общность происхождения тоже есть, но по большей части это вот историческая память, культура, язык, который всех тюрков объединяет. Ну и разговоры на тему того, что кто больше настоящий тюрок, кто меньше настоящий тюрок, вот это как раз уже провокация, потому что это очень деструктивная тема. То есть кто был бы настоящим тюрком? Это да, кто был какой-то Коктюрк, да, там, из 6 века нашей эры? Не какой-то. Коктюрк — это великое государство, это общая история всех тюркских народов. То есть я бы о них говорил бы очень уважительно. Но это было без этого. Это было в современном мире такого не найдешь. В современном мире, такого не найдешь. То есть напрямую от коктюрков сегодня себя никто не выводит. Я думаю, надо смотреть, кто, называясь именем тюрк, оставил след в истории. Вот давайте на это смотреть, а не на то, какой у него процент тюркской крови, 45 или 78, или это не очень важно. В частности, иногда, не буду в подробности вдаваться, но продвигается тема, что допустим, казахи и кыргызы и народы Сибири это настоящие тюрки, а, допустим, турки и азербайджанцы это не настоящие тюрки. Но это уже политическая манипуляция, такой надо отметать с порога. То есть в целом вы сказали, тюркская кровь, ее нету. Тюркских генов не существует как таковых. Вы знаете, тут уже давайте так серьезно. Во-первых, вопрос о происхождении тюрков, само происхождение тюрков, это вопрос до сих пор открытый. То есть, мы знаем был тюркский каганат в VI веке, тюркі қағандығы болды. Одан бұрын ғұндар империясы болды. Ғұндардың өзі уже орталас мәселе. Түркі тілдеспеді, моңғол тілдеспеді, әртүрлі пікірлер бар. Но мы придерживаемся мнения, что все-таки это были либо тюрки, либо, по крайней мере, гетерогенная какая-то конфедерация, когда тюрки участвовали. Но вопрос в том, что ведь и до гуннов что-то было. Мне интересно было, если считать гуннов, это прототюрки, да? Обычно довольно многие так считают, да, что прототюрки — это гунны. То правильно ли считать, что их язык был тюркским? Но видите, на гунском языке у нас ни одной книжки до нас не дошло, поэтому мы не можем сказать. Но вопрос вы задали хороший, я немножко отвлекусь. Говорят, саки предки казахов или не предки казахов? Говорят, да вы что, какие-то предки казахов, они же ираноязычные. Во-первых, это не вполне доказано, что они ираноязычные, начнем с этого. Но даже если они ираноязычные, все равно они же предки казахов. Может быть, моя бабушка говорила на другом языке, не на том, на котором я говорю, но она же моя бабушка. Türkçe söyleseydi söylemeseydi казахтың атасы. В любом случае. Тут вопрос же не только языка. Это вопросы культуры и где-то действительно, может быть, физического происхождения. То есть, кстати, что касается
хуннов, то основной вопрос это может быть спорным, тюрки они или монголы. Но дело в том, что история тюрков и монголов вплоть до раннего средневековья включительно, она настолько переплетена, что их разделять-то, собственно, не всегда корректно. Как Чингисхан монгол или не монгол. Чингисхан монголов сделал. Поэтому вопрос, монголы или не монгол, это вопрос о том, на каком языке он дома разговаривал, мы не знаем. Вот. То есть вот вопрос такой очень философский. А так, в общем-то, да, как бы гунны — это, конечно, общий предок всех современных тюркских народов в той или иной степени. Если я не ошибаюсь, в сети последний год ходит видео лингвистки Дебо. Анна Дебо, если не ошибаюсь. Да, это очень видный лингвист. Вот. И она как раз-таки, там есть такие очень, скажем так, убедительные аргументы. Потом она берет там типа 20 слов, которые мы знаем из гунского, и просто приводит их, и каждый, кто знает хоть немножко тюркские языки, он видит в них, ну, просто очевидное. Ну, вероятно, да. Потом есть же и данные китайских источников о традициях гуннов. То есть, допустим, что если человек погибал, допустим, в бою, то его брат женился на его вдове, например, Аменгерлик II. Он еще со времен гуннов это существовало, например, до сих пор у казахов до 19 века включительно. Называется ливерат, по-моему. Ливерат, верно, да, ливерат. Так что, конечно, преемственность тут несомненно. Я вот недавно открыл для себя странную вещь. Я всегда думал, вот есть тюркская языковая семья. Ну, там они делятся, разные есть деления, но в целом это кыпчаки, огузские языки, кыпчакские языки, сибирские, карлукские и так далее. И я их сравнивал, вот, например, есть условно там славянская группа, да, и они там делятся на восточнославянский, западнославянский, южнославянский. Но, по сути, их не надо сравнивать с славянскими, а надо сравнивать с индоевропейскими. То есть это же семья большая, и в данном случае славяне были бы кыпчаками, а там германцы были бы огузами. Нет, это неверное сравнение. А как правильно сделать? Как раз-таки, если уж мы говорим о славянах, есть славяне восточные, да, западные, южные. Вот это и есть наши карлуки, кыпчаки, огузы. Потому что термин «семья» или «группа» это тоже каждый использует по-своему. То есть если иногда говорят «тюркская группа» в составе алтайской семьи, например. То есть это вот славяне, германцы, иранцы, это вот тюрки, монголы, тунгусы, маньчжуры, например. То есть вот... И, возможно, там еще корейцы и японцы, да? Да, под вопросом, но возможно. Разделение на кыпчаков, огузов и карлуков, оно... Некоторые говорят, что это довольно условное разделение. То есть... Оно на самом деле условное, потому что, знаете почему? Потому что тюркские языки имеют, ну, это общеизвестная так называемую агглютинативную структуру, то есть морфемы присоединяются одна за другой, при этом не изменяясь. Поэтому они как бы более подвижны. И, допустим, некоторые вещи, когда мы сравниваем, допустим, русский язык с литовским, вот, а литовский там с исландскими, какие-то закономерности обнаруживаются, там это, несомненно, говорит о единстве происхождения и о каком-то, что вот это одна ветвь, это другая ветвь. А здесь свободно заимствовались даже морфемы, даже суффиксы, поэтому вот, допустим, родство тюркских и монгольских языков до сих пор считается гипотезой, как бы сходство совершенно очевидное, бьющее в глаза, но такое сходство могло получиться и путем длительного контакта. То есть, если бы такое родство между двумя языками в Европе, это было стопроцентное доказательство родства. А здесь как бы, ну, вероятно, да, конечно, учитывая реальное единство происхождения истории, скорее всего так, но чисто лингвистически сложнее тут сказать. И поэтому все вот эти деления на кипчакские, карлукские, ну, есть определенные признаки, по которым их так разделяют, но оно довольно условно. Оно скорее историческое, чем лингвистическое, наверное, так? Ну, где-то отчасти, да. Ну, вот, например, у кыргызов есть по этому поводу вот сомнения. Кыргызский язык, он, с одной стороны, очень близок к кипчакскому, казахскому, каракалпакскому, ногайскому. В других сторонах он близок к алтайскому и тувинскому. Поэтому в итоге куда его отнести, это все очень условно. А языки, допустим, письменные, средневековые, это вообще все смешанные языки, то есть как бы составленные из каких-то 2-3 племенных диалектов, которые стали книжными языками. На них писали, но никто на них дома не говорил. Это вплоть до вот раннего средневековья включительно. Ал бұл Озон KZ интеграциясы. Арсен, Ау. сен қалай демалғанды жақсы көресің, айтып жүрші. Мен ба? Жоқ, мен. Я думал, мен негізі қазір заготовка жасаймын. Банки жабамыз ғой енді. Готовь сани летом дегендей. Ал балық аулағанды жақсы көресің ба? Онша емес негізі. Бірақ анау бар ғой, табиғатқа бару, ол меніңше кайф. Білесің ба, жуырда қысқы балық аулау басталады. Барғың келмей ме мен? Кеттік. Бірақ менде снаряжение жоқ. Негізінде маған да жаңарту керек.
бұрынғы заттардың бәрі ескіріп өніп қалды кәдімгідей. Мен мына жерде Озон KZ-тен қарап қойғам. Алдымен үспеу үшін екеумізге палатка қажет. Палатка. Анау ше, жер тесетін. Жер ма, мұзды ма? Мұз. Бур дей ма? Так, мұз тесетінді де қарап қойғам мына жерде. Өте қызық. Тағы да бар ма? Иә, бар мына жерде. Міне, примерно таптым. Енді не аулаға барамыз? Давай шорттан. Шортан? Иә, пайк па? Пайк. Щука, шортан. Розамунд пайк қой, ана деген кинодағы. Бірақ бізге блесна керек еді. Блесна? Либо живец, либо блесна керек еді. Екеуін біреу. Жақсы, блесна қарайық, мына живец сатпайтын шығар олар. Замороженный живец. Қарап отырсаң, негізінде Озон KZ сайтында қолайлы бағаға кез келген нәрсені алуға болады. Сан алуан түрлі тауарлар бар. Болдымен заряжен. Енді мұз қатқаннан кейін барамыз. Егер тағы бірдеме керек болса, Озон KZ-тен аламыз. Да купим бар ғой. Мүмкін палаткада бір эпизод жазамыз. Вот у нас, как раз вы сказали про письменные языки Средневековья, есть такой язык, он называется чагатайским или иначе тюрки. И он язык, по сути, образованной части населения Центральной Азии, ханы на нем переписываются и так далее. Если бы вы сегодня его определяли, то есть разбирали какой-то язык, то к какому бы языку из этих групп сказал, бы что его... в целом все-таки карлукское, но с элементами древнеуйгурского местами. Чагатайский язык, да, он близок из современных больше к узбекскому и уйгурскому, но нужно подчеркнуть, что этот язык, на котором говорила вся мусульманская часть тюркского мира, кроме Османской империи Азербайджана, то есть вплоть до Поволжья включительно, все на этом языке писали. До 19 века, а где-то и в 19 веке тоже продолжали, по крайней мере, в Центральной Азии у нас. И были такие смехотворные казусы, допустим, в советской историографии, в советской тюркологии его называли либо старотатарским в Казани, либо староузбекским в Ташкенте. При этом, потому что староказахского не было. То есть казахи как бы бесписьменный народ, то есть там старо такой, старо другой, а значит, у нас ничего нет. На самом деле просто единый литературный язык от огромного региона, от Идель-Урала до Мавераннахра. И все им пользовались в равной степени. То есть он не старо-татарский, не старо-узбекский, не старо-казахский, он просто, это чагатайский язык, да, верно. И он, я так понимаю, вымерший. Но сейчас им никто не пользуется. Чагатайский язык — это не тот язык, на котором говорили дома за столом. Это язык именно... Корреспонденции. Да, язык корреспонденции, литературы, салонов, скажем так. Кочевых салонов. Пресс-конференции, да. Что интересно, есть, по-моему, исследователи, которые могут определить, когда казахский начинает выделяться из чагатайского. Я имею в виду, когда ханы потихоньку начинают по-другому писать. Там же прикол в том, что это шрифт. И, например, условно айн, арабская, которая, разумеется, поскольку это было арабским письмом писано, она начинает иметь там признаки казахского г больше, чем там условного центральноазиатского там типа мягкого этого. Тот же Абай говорил гараб же, не араб. Ну вот. Бізге парсы керек, һәм гараб керек. Гараб деп айтқан. Но вы знаете, язык қара сөздердің тілі ол таза қазақ тілі емес. Ол кей жері татаршаға жақындау, кей жері шағатайша, османлыша, ондай несі бар. Таза қазақ тілімен жазылмаған қара сөздер. Ваш вопрос хороший. Я извиняюсь, что на русском кезінде қазақша сабақ берген кезім болды. Соншама жылдар өткеннен кейін кішкене қиналып қалмын. Бәрі окей. Бізде еркін талқы. Да, вот смотрите. Что хотел сказать. Говорить, что казахский язык вышел из чагатайского, он из него никогда не выходил, они существовали параллельно. Вот. То есть чагатайский — это не язык, опять же, не язык живой, народный, это язык литературы, язык письменности. И этот язык существовал, естественно, вплоть до... Он все это время существовал. То есть когда ханы писали чагатайским, естественно, народ говорил казахша. Вот, на казахском языке акынская поэзия развивалась, это эпосы, вообще в целом фольклор. И казахский язык в литературный стал превращаться, но это общеизвестно, это Абай, это Ибраил Алтынсарин, то есть, которые начали на казахском писать, то есть Абай начал на казахском писать поэзию, то есть ақындар шығармашылығы емес, кәдімгідей вот ақын емес, шайыр. Ақын мен шайырдың айырмашылығын сезіп жатсыздар. Кто такой акын, кто такой шайыр, это разные вещи. Вот Абай, он шайыр, который писал на казахском языке. Начал писать на казахском. И он же, кстати, первый, о чем мне не так широко известно,
Он первый, кто на казахском языке начал писать классическими восточными размерами. Вот эти газель, арус, рубаи. Да, рубаи еще более-менее. Но это все эти размеры, которыми классическая восточная поэзия. Стопы, да, и это там фибрахи, ямб, вот это вот то, что у белых людей. Типа того, да. Только восточная. Да. Вот. До Абая на казахском языке никто вот этим всем не писал. Это одна вот эта классическая поэзия Востока, это была одно, казахская народная поэзия, просто другая вселенная. Вот Абай начал их объединять. Это такой момент интересный. Ну, понятно, что в определенный период это замалчивалось. То есть другая сторона только подчеркивает, что он там переводил Пушкина, нет, переводил, красивые переводы, прекрасно. Но как бы это одна сторона, а другая сторона вот такая тоже есть. Ну и вот, а в дальнейшем уже на рубеже 19-20 века уже бурно стала развиваться казахская журналистика, уже какая-то беллетристика появилась на казахском языке. То есть это тоже важно подчеркнуть, что она не появилась после советской власти, уже к созданию, как она называлась, Киргизская ССР. Да. К моменту ее создания уже была солидная литература и журналистика на казахском языке. Ну вот тогда они сформировались, дальше уже только реформы письменности, отдельные нюансы в лексике. Есть вопрос, очень банальный, на самом деле. Когда мы говорим про тюркские языки, у некоторых людей возникают споры. Что первично, жеканье или еканье? То есть там условно жок или йок? Вы когда-нибудь это кто-то изучал? Это должно же быть известно. Например, памятники архоно-енисейской письменности. Там скорее йог в архоно-енисейской, но опять же архоно-енисейский язык — это не язык предок всех тюркских языков, это еще один вот такой письменный язык, на котором ряд племен писали, но не факт, что на нем говорили дома. Вот это как чагатайский того времени. Вот. Поэтому нельзя говорить, что... И уже тогда существовало несколько тюркских языков. То есть это такая фусха, условно, да? Если говорить. Да. То есть уже во времена Тони Кука уже несколько было языков, которые мы сейчас назвали бы тюркскими. Вот, поэтому тут вопрос такой довольно... То есть типа жеканье с еканьем, скорее всего, параллельно развивались в разных этих, и одно из них победило. Давайте врать не буду. Опять же, победила здесь, а другое победило там. То есть по-разному. Как-то раз приехал слушать запись беседы с одной ногайской бабушкой. Вот она говорит, я сначала не понял, что это такое. Ну, казашка, это что-то говорит. Вот пока она не сказала йог вместо жок, я не понял, что это ногайка. Я думал, это казашка говорит. Недавно были же игры кочевников, и приезжали люди, тюрки с Кавказа. Кумыки приезжали, балкарцы, или малкарцы, правильно сказать, карачаевцы. Они ведь тоже, если не ошибаюсь, их языки потомки там, большого кипчакского языка. Да, и как они говорят, очень похожи. Иногда понятнее, чем волжские. Вот эти вот имена. Да. И если говорить про кипчакские языки, вот есть у нас памятник кипчакского языка, да, например, как минимум Кодес Куманикус. Какой язык наиболее будет близкий из сегодняшних к этому? Ну, скорее вот эти северокавказские языки. Кумыкский, карачаево-балкарский, вот это скорее. Круто. От казахского немножко подальше. Хорошо. У нас только вот 3, кажется, ноғай, қарақалпақ, қазақ тілі бірге жүреді. Ну, бірге жүрмей дегенде татар мен башқұрт жақын ғой, анау Кавказдағы тілдер тоже. ТНВ-ны тыңдасам, бірақ татарлар жақын болып андай бір бағдарламалар қосып қалсақ. Татарстан Яна ғасыр ма? Новый век, ТНВ. ТНВ? Иә. Новый век па? Да, но вообще вот Яна ғасыр негізі. Или Яна ғасыр. Яна ғасыр. У нас как-то в гостях был представитель тюркского мира из России, его зовут Нурган Атаков, он комик, стендапер. Вот, он рассказывал различные вещи, но когда он говорил на саха, на языке якутов, это практически непонятно. То есть там настолько далеко это, что если ты не подготовлен, то очень тяжело. С турецким то же самое бывает, когда ты приезжаешь первый раз в Турцию, условно, ну, наши ездят в основном куда? Анталия, да, Кемер, вот, Белек. И если ты не подготовлен, то ты думаешь сначала, что, в общем, все поймешь, потом ты понимаешь, что нет, а потом ты немножко понимаешь, здесь вот так, вот здесь должно быть так, и ты уже лучше понимаешь. Но, по-моему, саха так не бывает. Нет, так не бывает. В турецком вы эту подготовку пройдете за месяц-другой и поймете, в чем основные различия, и, в общем, к этому вы привыкнете. А чтобы так начать быстро понимать саха, тут нужно все-таки на тюркологическом факультете поучиться, вот, и чтобы это понимать, потому что этот язык, он очень рано отделился, и есть мнение, что, наверное, вот к тому языку, который отражен в архонских памятниках, из нынешних ближе всего именно саха. Вот. Но другое дело, что, опять же, ближе, но не настолько ближе, чтобы современный саха читал памятник Тони Кука. Такого нет, опять же. То есть в некоторых нюансах.
грамматика, некоторая лексика. Вот, допустим, много везде там «көп», где-то «чох», а по-якутски «өкүс». А это в памятниках, в архонских памятниках «өкүш», например. Вот некоторые пласт лексики общий есть, которые только там, и больше нигде. Но на самом деле даже и от них тоже язык саха довольно далек. А типологически все-таки, если сравнивать с другими, он ближе, наверное, к турецкому, чем к казахскому. Саха к турецкому. Да, То есть мы между ними, но мы на самом деле, они ближе между собой. Вот если брать чисто не словарный запас, а грамматику, то да, они ближе туда к азербайджанцам, туркам и туркменам, чем к казахам по языку. Вот, кстати, очень интересно. Есть много манипуляций по этому поводу. Это название различных тюркских народов. Вот, например, пришедший, мы скажем, кельген, турки говорят гельмиш. Агуза говорит гельмиш. Вот саха говорит келбит. Но бит это миш. Изменен. То есть они ближе туда. Окей. У нас основная легенда. У нас в Атырау, это если вы в Атырау были, там стоит акимат. И перед акиматом кто стоит у нас? Бейбарс. Султан Бейбарс деп тұрады. И прям мы с детства нас учили, потому что он из Берши. Берши деген рудан шыққан, младший жүз. Ну, вероятно, не факт, что соприкасается. Конечно, исключить нельзя, но это не факт. Кстати, иногда обижаются на нас братья из представителей близкородственных народов, когда у нас говорят, что Бейбарс казах. Вот. Тоже, опять же, тут надо очень осторожно выражаться, что все-таки Кипчак. То есть Кипчак не тот, который казах на начине Кипчак, а тот, который Кипчак, который Дешти Кипчак, который от Алта до Днестра. Вот. И как бы это все-таки общее наследие. То есть Дешти Кипчак это на самом деле же было на то время как политоним, но не этноним же, да? Правильно понимаю? Ну, здесь место, да? Сложно говорить, но это название территории, но в то же время название по имени населявшего народа, поэтому тут как бы трудно сказать, что это такое. Но Дешти Кипчаком он назывался еще в домонгольское время, но интересно, что впоследствии Золотую Орду во многих источниках называли тоже Дешти Кипчаком. У меня просто у самого была ситуация в 2014 году, когда мы ездили в Южную Корею, в Сеул, там вот с коллегами общались, с тюркологами, с алтаистами, и как-то в разговоре я упомянул The Golden Horde, и мне не поняли, что это такое. Я, ну как? Да. Это же Golden Horde, и что? Говорят, я говорю, Джочи Улус там. Ну, что-то начал объяснять, что вот у Чингисхана был Elder Son, у него был вот это, Кипчак Хангук. Вот, то есть для них это кипчакское государство, для корейцев, понимаете? Но, смотрите, с приходом, условно, восточных тюрок и монгол вместе с Чингисханом, есть ли какие-то данные, насколько язык поменялся? То есть мы-то на самом деле, скорее всего, и были бы полем этого эксперимента современный Казахстан? Вы знаете, язык, скорее всего, сильно не поменялся. Вот, язык вряд ли сильно поменялся, но тоже трудно говорить. Но, опять же, если язык, допустим, кодекса Куманиуса, в общем-то, мало отличается от языков там, кумыкского и карачаево-балкарского, то нет особых оснований считать, что язык вот, восточного Дешти Кипчака, то есть Казахстана, сильно отличался от того, что сейчас, потому что какие-то племена, конечно, с востока пришли, и были среди них в том числе монголоязычные, но они в итоге ассимилировались, они кипчакизировались, то есть нельзя сказать, что на язык сильно повлияло. Другое дело, что по мнению многих специалистов, в том числе уже Жаксылык Асабитов упоминали не раз, именно вот этот период, это как бы последний аккорд формирования вот того этноса, из которого вышли казахи, нагайцы и каракалпаки впоследствии получились. Вот в нынешнем виде, начиная с языка, традиции, кончая физическим обликом, вот именно тогда окончательно этот народ сложился. То есть тут нужно понимать также, что история этноса самого, история этнонима — это две разные истории. То есть, допустим, казахи практически в нынешнем виде существовали до того, как начали называться казахами. Вот. И вот случилось это примерно вот в период поздней Золотой Орды, где-то вот на рубеже 13-14 века. Жаксылык называет это очень элегантным словом этногенетический коллектив. Или этногенетический коктейль. Да. Вопрос такой. Вот у вас Тюркская академия. Она занимается в том числе проектами, связанными с, скажем так, культурной интеграцией, интеграцией с точки зрения историографии. Какие основные виды деятельности, направления деятельности академии? Так, ну, например, скажем так, вообще, если глобально брать, миссия академии — это
по возможности объединения и интеграция научных сообществ тюркских стран. И, ну, конечно, основное наше направление – это тюркология, хотя теперь уже сейчас, согласно новым решениям, официально принятым, Тюркская академия уже выходит за рамки чисто гуманитарной сферы, уже пробует себя в таких сферах уже, как уже экономика и другие, то есть естественные науки. То есть мы создали Союз Академий наук тюркского мира. Пошло движение вот в эту сторону, то есть уже сотрудничество ученых разных сфер. А так, ну, в основном, что мы делаем? Проводим конференции, издаем книги. И работа у нас как бы, ну, полудипломатическая, полунаучная, можно так сказать. Ну, вот, и не помню, не мое выражение, кто сказал, академическая дипломатия. Вот это, на самом деле, очень действенный рычаг. Вот, и помимо той дипломатии, которая по линии МИДов осуществляется, академическая дипломатия, ну, вот этим занимаемся. Последнее нашумевшее решение о общетюркском алфавите в латинском варианте. Насколько Академия имеет к этому отношение? Академия имеет к этому прямое отношение, но есть организация тюркских государств, и вот по ее поручению была создана комиссия, она создана при Тюркской академии, но опять же это не часть Тюркской академии, но как под эгидой, скажем, Тюркской академии, туда вошли ведущие специалисты из тюркских государств. Было 3 заседания в Астане, в Алматы в прошлом году. И вот в Баку прошло 3-е заседание, финальное, на котором, да, окончательно было принято решение о создании общего тюркского алфавита. Но тут много спекуляций. Ну, не то, что спекуляций, просто не совсем всегда правильно понимают, что это такое. Речь не идет о том, что какой-то один алфавит, который теперь будет в обязательном порядке всем как бы предписан. Речь идет скорее о каком-то, как так сказать, какой-то пул как бы этих знаков, то есть букв. И фонетический состав же разный. То есть есть как бы некий список букв, который включает их все, и из них каждая страна берет себе то, что ей нужно, и отбрасывает то, что ей не нужно. Вот. Но, конечно, есть общая основа. Ну да, там 98% одинаковые. И 2% там... 95. 95, окей. Я так понял, вы за латиницу. Да, конечно. Есть популярно, не популярно, вот широко распространено такое мнение, то, что типа мы потеряем то, что имеем. Ну, то, что сейчас на кириллице сделано было за все эти годы. Литературный пласт. Да, пласт, что... Другие, вот, кто около IT ребята занимаются, кто за латиницу, как ребята из Казахграммара, они говорят, это чуть ли не щелчок пару кликов, и это же компьютер сам сделает. То есть можно оцифровать. Весь литературный пласт. Да. Единственная проблема может быть только с людьми, которые будут функционально неграмотны через какие-то люди, которые не смогут читать через какое-то время, но это говорим про уходящее поколение, конечно. Да, но опять же, для этой части общества есть же переходный период, когда могут параллельно, не сразу. Узбеков, по-моему, 25 лет был в этот период практически. Да, поэтому как бы, Вообще, в целом, у нас ведь есть, точнее как, исторически есть опыт общего алфавита, был Яналиф или Жаналеп, как мы называем. И, возможно, что и там условная руника была когда-то общим алфавитом для разных диалектов или для разных тюркских языков в том числе. Поэтому в этом проблем как таковых нету, потому что иногда проблема как раз-таки в том, чтобы читать. То есть, например, есть языки очень похожие, близкие друг к другу, например, казахский и кыргызский, но читать на кыргызском уже сложно. Или, например, есть языки, у которых латиница настолько сложная, понятная не сразу, в том числе узбекская латиница или туркменская латиница, что даже человек, который понимает вроде как тюркские языки, читать это сложно. Поэтому, разумеется, такой объединяющий фактор, он был бы крутым. Какие вызовы перед этим алфавитом? То есть понятно, что кто-то может его не ратифицировать, не принять. Вы знаете, на самом деле, в принципе, этот алфавит, скажем так, на этой основе, он уже действует в Турции и Азербайджане. Туркменский алфавит несколько отличается, но основа, в принципе, та же на самом деле. Узбекистан уже принял решение о реформе вот той латиницы, которая есть сейчас, и она гораздо ближе к общетюркскому, чем вот ныне употребляемый алфавит. С диграфами их больше не будет. Вот в Казахстане, в принципе, тоже была целая, вы знаете, эпопея с 17-го года, когда... Сколько уже мы слышим? Да, 17-го года слышим. Апострофы. Умляуты. Да. Акуты. SH.
Акута. Нет, ну, SH, CH это с самого начала было отвергнуто. Вот, впоследствии были апострофы, потом были акуты. Ну, это, в общем-то, акуты, я считаю, большой шаг вперед, потому что это победа, по крайней мере, диакритики над всем остальным. Потому что у нас без диакритики не обойтись, поскольку не 26 букв звуков в казахском языке, а больше. Поэтому, да, без диакритики не обойтись. То есть победа диакритики над всеми этими диграфами и апострофами – это уже большой шаг вперед. Дальше был алфавит, предложенный Институтом языкознания, в принципе, тоже близкий, но мы считаем, что вот этот общетюркский алфавит, он все-таки несколько лучше. Хотя если смотреть на казахский алфавит как на вещь в себе, то есть просто как алфавит для казахов, и не думать ни о чем другом, но, в принципе, мое личное мнение, что вот этот общетюркский алфавит, что вот тот, они, в принципе, более-менее равноценны. Но когда два равноценных, то какая-то одна деталь четко склоняет чашу в пользу другого. Вот в данном случае общетюркский – это ключевое слово. Это очень важно, потому что мы на латиницу переходим не для того, чтобы на компьютере было легче печатать, это все сказки. Вот. И мы переходим на латиницу именно вот на такую латиницу, чтобы как бы некий общий бренд, культурный бренд тюркского мира, что вы увидели, вот это, кажется, тюркский какой-то язык. Вот, то есть мы эту цель в том числе преследуем. Поэтому мы считаем, что наш вариант все-таки лучше. Я за латиницу из-за эстетики. Честно. Я не видел красивых шрифтов на кириллице и на арабице, честно. Ну почему? Арабица вообще самый красивый алфавит. Он имеет в виду именно шрифты, то есть люди, которые работают с дизайном, например, это видно. Просто их создает западный мир, поэтому их там намного больше паттернов. Очень круто. Вот когда какие-то постеры видим фильмов на английском. Вот, например, смотрите, вот шрифт. Это именно шрифт для «Сопранос» сериала, где показали «Р» как пистолет. Потому что он глава мафии, семьи. Вот. И таких вот миллионы. Нет, вы знаете, латиница – это мировой алфавит, потому что говорят, это Запад. Какой Запад? Извините, вся Латинская Америка им пишет. Но это Запад крупнейшая страна. Не Восток же? И не Запад. На Востоке у нас только вьетнамцы пишут. И не Запад. Кстати, да. Это ужасная латиница. Но еще Индонезия пишет латиницей, крупнейшая мусульманская страна. Да, их 200 миллионов. 300, кажется. Малайзия 200, да, 250 где-то. Их там очень много, ребят. То есть, Турция пишет, то есть крупнейшие, сильнейшие на данный момент страны мусульманского мира. И пишут японцам и китайцам она не чужая, потому что читают иероглифами, но пишут латиницей. Там пинyin есть, как минимум. Да, пишут латиницей. Вот, поэтому, в общем-то, это мировой алфавит, поэтому, конечно, если мы хотим быть частью мирового процесса, то надо переходить на латиницу, потому что кириллица, при всем уважении, это локальный алфавит определенного реала. Есть какие-то у нас еще объединяющие проекты? Вот мы говорим про алфавит, с одной стороны, да, графика, языки. Игры кочевников. Игры кочевников. Но на самом деле есть хорошая очень шутка была в Твиттере, если не ошибаюсь, чтобы полностью разочароваться в идее Турана, достаточно просто сделать игры кочевника и посмотреть, как люди между собой будут общаться. После каждого, кажется, скандал. Это Кукбару и Кукпар. Но в следующем году опять соберутся. В Кыргызстане, кажется. Ответка, короче. Да. Но в целом это, мне кажется, довольно нормально для соседей иногда по каким-то вопросам да, конечно, это совершенно ругаться. Но смотрите, насчет общих проектов, помимо игр кочевников у нас есть такие проекты, как, допустим, Транскаспийский экономический коридор. Вот это может быть более где-то весомо. То есть это в рамках большого мегапроекта «Шелкового пути», вот есть его трансконтинентальный маршрут. Знаете, есть северный маршрут, через Транссиб есть южный океанский маршрут, и вот средний маршрут, это проходит он через Центральную Азию, то есть из Не Китая... один пояс, один путь? Это он и есть, да. Из Китая в Европу. И если посмотреть, то есть от западной границы Китая до восточной границы Евросоюза, это сплошь тюркские страны. Не в одном месте там Грузия, но в основном это тюркские страны, тюркский пояс. И надо сказать, что, в общем-то, когда этот проект был запущен, в каком-то смысле он стал экономической базой тюркской интеграции. Потому что до сих пор, вот со времен Исмаила Гаспралы и до ЭПШП,
в принципе, экономической базы не было. То есть это был где-то идеологический, культурный проект, гуманитарный проект. Ну, когда-то раньше просто возможности не было, потом появилось, но как-то вот ждало своего момента, скажем так. Но вот с запуском ПШП, собственно говоря, началась, интенсифицировалась, не началась, конечно, но стала более интенсивная экономическая, так сказать, основа тюркской интеграции. И сейчас вот Азербайджан развивает активно Зангезурский коридор. Вы знаете, вот только что... да, вот пару лет назад. Да, только что... Начал развивать. Только что на встрече глав СНГ вот премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил публично, ну, вместе сидели, конечно, но подтвердил, что будет продолжаться сотрудничество на этом направлении, что будет коридор. То есть такого рода экономические проекты уже действуют. Кроме того, в целом ряде сфер за последние буквально годы, в целом ряде сфер по линии разных ведомств заключаются межгосударственные соглашения. Не буду в подробности входить, но, в общем-то, процесс пошел. Тюркские страны участвуют или стремятся к участию в целом ряде вот таких межгосударственных объединений, которые как бы накладываются одна на другую, такую сетку создают. И в результате как бы тюркский мир реально становится вот этим средоточием Большой Евразии уже не на словах, а на деле. И сами страны где-то консолидируются, и уже некая общая субъектность на самом деле появляется, и процесс пошел. Очень популярная идея, Туран, которая с каждым годом как будто в социальных сетях больше поддерживающих. Во главе будет Турция, мы где-то там тоже будем, қасында нөкерлер ұқсап жүреміз дегендей. Это не равноценный не скептиктер айту бойынша. Көзқарастың ешқандай негізі жоқ деп ойлаймын. Неге десеңіз, во-первых, посмотрим основные структуры тюркского сотрудничества. Что мы имеем? Организация тюркских государств, раньше Тюркский совет, Тюрксой имеем, Тюркпа, Тюркская академия и фонд тюркской культуры и наследия в Баку. Вот из них первые 4 по инициативе Казахстана созданы. Это не все даже об этом знают, помнят, но вот и Тюркский совет создан по инициативе Казахстана, и Тюрксой, и Тюркпа. А вот то, что визит недавний, годичной давности Эрдогана в Казахстан, где он посетил Түркістан и написал пост «Ата-баба топрағында». Просто дело в том, что именно Қожа Ахмет Яссауи, как бы турки считают некоторым родом духовным отцом сельджукского государства, в итоге османского. Вот, поэтому как бы тут скорее он как бы пришел, ну как бы вот почтить. Вот, то есть тут, я думаю, тут не надо искать какого-то. Но, вы знаете, если на то пошло, Турция, она, конечно, крупнейшая, экономически в других отношениях сильнейшая тюркская страна, это факт объективный, но вы посмотрите, где она расположена. На стыке 3 морей и 2 континентов. И она участвует в процессах и на Ближнем Востоке, отдельно большая тема, и в Европе, на Кавказе. То есть как бы вот это ее на самом деле историческая ниша, так называемый османизм. Да, или неоосманизм сейчас. Неоосманизм, да. Вот, то есть Центральная Азия на самом деле исторически не была никогда под патронажем Турции. Ну, формально была, то есть как бы султан халиф считался, но при этом как бы... Ну, тогда и Индонезия тоже была. Индонезия тоже была, да. Но дело в том, что у Турции политика была, есть и будет всегда многовекторная. Тюркский мир – это одно из направлений, которое никогда не оставят, всегда будут на нем работать, но оно и как бы и не единственное. Вот, поэтому все вот эти представления, что мы попадем под какой-то патронаж Турции, но нам будет очень сложно это сделать, даже если мы сильно захотим. А вы упомянули вот древние времена, когда был халифат, и мы как будто бы были частью этого халифата в плане духовном, разумеется, как мусульмане. Ислам, потому что все государства независимые тюркские – это мусульманские государства. Государства с мусульманским большинством, скажем так. Есть одно шиитское, остальные суннитские. Насколько это важный и консолидирующий фактор сейчас для этих государств, для их интеграции? Ну, в целом достаточно важный, потому что, да, это все государства светские, но, тем не менее, как культурообразующий фактор, конечно, ислам сыграл большую роль. То есть, если говорить об истории, вот говорят, тюркские народы были частью мусульманской цивилизации. Знаете, я с этим не согласен. Тюркские народы возглавляли мусульманскую цивилизацию много веков. Возглавляли и создавали в большой степени. Они были просто ее частью. Потому что если вы посмотрите сферу влияния тюрков, это от Северной Африки до Индии, и до Поволжья, и до... Ну, в общем, по сути, политическая история мусульманского мира с какого-то момента – это история тюркской династии.
Причем и суннитской, и шиитской его части. Ну, сефевиды, османы, бабуриды, да, все эти. Да, совершенно верно. Поэтому как бы с точки зрения факта, как фактор общей истории, во-первых, например, вы знаете, что на Каабе в Мекке есть Кош-Кармюс, который там Бейбарс поставил? Это не легенда, да? Насколько я знаю, нет. Или, допустим, вот такой факт интересный, ну, историки знают, что в Османской империи был закон, что если так случится, что династия прервется, все умерли, всех убили, допустим, то автоматически, чтобы не было смуты, фитны, на османский трон имели право крымские гераи, то есть джучиды. И джучиды имели право на османский трон. Это один только факт уже крепко связывает историю вот нашего как бы джучидского мира и, допустим, османского мира. Поэтому вот этот период Средневековья, он очень продуктивен. Вот на примере джучидов и мы это видим. То есть, как бы, во-первых, как фактор общей истории, как культурообразующий фактор, конечно, это важно. И тем более важно, что если мы говорим об интеграции вот независимых тюркских государств, о практической интеграции, не только гуманитарной, то, понимаете, действительно ведь культурные различия, то, с чего вы начали, культурные различия, в конце концов, антропологические, они довольно большие. То есть, если сидят, допустим, если посадить за один стол, скажем, казаха, ну и того же турка или азербайджанца, то, в общем-то, мы увидим, что они друг на друга не очень похожи. Они едят разную еду, слушают разную музыку. Если язык друг друга не учили, ну, так, с 5 на 10 поймут, но поддержать беседу не смогут. Вот. Но вот когда они дастархан басында отырып қол жайған кезде, вот это их объединит. Вместе с языком, конечно. То есть, конечно, вот это как культура, если говорить о религии, как о роли религии в культуре, то, конечно, это вот это как бы такой купол, который их объединяет. Вот. Другой вопрос, что ведь не все тюрки под этим куполом находятся, но как бы это данность историческая, так оно случилось. Если вернуться, допустим, к Золотой Орде, ну, я как-то тоже вот у Радика на подкасте этот факт говорил, что если считать Золотую Орду началом казахской государственности, это официальная позиция казахстанского государства, когда хан Берке, который подготовил государство, по сути, к независимости, настоящий строитель Золотой Орды уже как государства, первый мусульманин на ордынском троне, когда он, объединившись с Кипчаком Бейбарсом, вот вы упоминали Бейбарса, они вместе остановили Хулагу, который благодаря им не смог разрушить Мекку и Медину. Это же событие глобального масштаба. Это событие не просто даже для мусульманского мира, это для мировой истории как бы такое тектонической важности событие. И это как бы наши предки в этом участвовали. То есть это же важно. То есть вот. Казахи, то есть предки казахов? Прямые предки казахов, да. Ну, скажем, правители прямых предков казахов, да. Вот, остановили Хулагу от уничтожения Мекки и Медины. Ну, по крайней мере, от захвата, ну и вероятного уничтожения. Как минимум разграбления. Да, как минимум разграбления. То есть мы знаем... История Багдада, условно, да, такая была. Да, история Багдада, да. Кстати, именно разграбление Багдада и убийство халифа Мустасима, по крайней мере, формально послужили поводом разрыва Берке с Хулагу. То есть это был первый случай, когда Чингизид открыто пошел против Чингизида. Угу. Брат против брата. Ну, не совсем брат, конечно, скажем, родственник. У вас, по-моему, в подкасте было с Радиком очень интересная, ну, это теория или утверждение о том, что ислам ханафитского масхаба на нашей территории, я говорю про Центральную Азию и Поволжье в том числе, и кое-где даже чуть дальше, он так или его границы так или иначе переплетаются с границами Золотой Орды. То есть куда пришла Золотая Орда, да. Там был ханафитский масхаб. Если она там не пришла, там либо не было ислама, либо потом, или одновременно был там шафийский, условно, там Дагестан и там части Кавказа. Совершенно верно, так есть. То есть в данном случае у Золотой Орды такая, как сказать, цивилизационная ценность. Безусловно. Но это не всего тюркского мира касается, но тем не менее. В целом, когда вы говорите про Золотую Орду, я очень много про это слышу. У нас целый институт есть изучения УСУДЖИ. Но вот как раз в нашем контексте. Золотая Орда – это хорошо, но все-таки это не целый тюркский мир, и он намного шире же, чем Золотая Орда, даже в момент его пика могущества. Да, совершенно верно, но дело в том, что, смотрите, тут можно так пойти. Тот период, который реально всех тюрков объединяет, всех, без исключения, это тюркский каганат. И этим он ценен. Вот. Ну, не только этим, но этим в первую очередь. В то же время это период достаточно далеко отстоящий во времени,
И ни один из современных тюркских народов напрямую к нему не восходит. Чтобы ощутить как-то вот эту близость тюркских народов более как-то живо, ну вот осязаемо, как Холмен стоит, что сездеп калушин, тут все-таки средневековый период уже как-то больше греет. Вот. И здесь вот уже важны вот такие, как, допустим, Золотая Орда, там, сельджуки, допустим, ну, и другие. Тамерлан с ними тоже вась-вась был. Тамерлан тоже был вась-вась, да. Но то, что кто с кем был вась-вась, это уже как бы данность, кто мы изменить не можем. Да, он и с нами тоже вась-вась был, если честно. Ну, вы знаете, может же, допустим, да, это отдельная песня. Но дело в том, что как вот может же современный россиянин любить Чапаева и Деникина одновременно, да? Ну, наверное, да. Наверное, да. Ну вот мы можем как бы и Тохтамыша, и Амир Тимура как-то более-менее уважать обоих. Ну, это же знаменитый спор двух Мухтаров про Отрар. Да. С какой стороны казахи? Мухтар Магау и Магау или Шаханов. Для меня они и там, и там. Да. У меня тоже как-то, я не помню, с кем это было, но это самое кино смотрим, как-то монголы берут Отрар, говорят, не пойму, а кто из них мы? Но я говорю, ну это наш папа нашу маму уговаривает, что ты... Аналогия, конечно, интересная. Да, вот, то есть как бы это в итоге получились мы. Теперь, смотрите, серьезно, кроме шуток, на ваш вопрос. Да, эти моменты есть, но дело в том, что от относительно недавнего прошлого нам досталось такое наследие все-таки, то, что общетюркское сознание, оно задвигалось, подавлялось, его активные носители иногда уничтожались даже физически. Вот, то есть тюркская тема была под запретом в определенный период, и целенаправленно формировали совершенно отдельное друг от друга национальное самосознание. Вот. И чтобы вот это преодолеть, понимаете, сразу прыгать на уровень Турана, это как бы, слишком сложно для, условно, нормального человека. То есть сначала нужно почувствовать свое родство с ближайшими родственниками. Вот. И в такой ситуации такие сюжеты, как «Золотая Орда», которая хотя бы вот несколько народов объединяет. Ну, это бренд еще. Это бренд, опять же. То есть оно как бы помогает, то есть какое-то расширение сознания, скажем так. А там дальше уже процесс пойдет. Там мы уже как-то сможем и Амира Тимура как-то в каком-то смысле принять, и все вот эти коллизии, которые были, уже смотреть на них как бы с высоты. Я помню. Они с точки зрения, что это мы, там, им, а они вот нам. Там, вот, мы, а они, они. Ими, они, аними. То есть уже как-то стать выше этого, как бы эта стадия, она неизбежна. Вот я даже скажу вам такую вещь. Когда я еще, будучи студентом, читал вот Зия Gökalp'ın «Türkçülükten негіздері бар ғой», «Основа тюркизма» Зия Gökalp'а, у него там такое рассуждение. Вот сначала, у него же как бы исходная точка Турция. Вот сначала, как говорят, тюркиеджелик, то есть туркизм, потом агузизм, агузджулук, и потом только тюркчулюк, то есть тюркизм общий. Вот, я тогда читал, не понимал, зачем этот агузджулук, то есть он как бы что ли делит, что ли, все-таки кто-то ему родной, а кто-то меньше родной, что ли, как-то это вот что это? Я вот не понимал, зачем это надо. Вот. И только недавно до меня, грубо говоря, дошло, зачем это надо, потому что вот это наша золотоордизм, если так говорить, это же кыпшакшылык в каком-то смысле. Кыпшак-язычный народ. Казахшылык, кыпшакшылык. Тюркшілік, да. Вот. Но это как бы... еще есть алашизм. А это одно, это есть кыпшакшылык, по сути. Вот алты-алаш это... Это фактически одно есть, по большому счету. Это почти синоним. Алты-алаш, да, с этим столбой. Алты-алаш. Вот. И поэтому вот эта промежуточная ступень, она необходима, она неизбежна, ее не перескочить. Поэтому я не вижу противоречия. Как бы есть первый класс, есть второй класс. Вот. То есть, чтобы пойти во второй, нужно закончить первый. То есть нас объединяет как будто в том числе центральноазиатская и дальнеуральская вот такая идея джадидизма, которые были в начале 20 века прежде всего. Но она и крымская, и кавказская. Ну, тогда в целом, да. Просто не хочется говорить, что она типа российская, потому что это не совсем так. Да. Это не совсем так, потому что оно имело и немножко другие, в том числе, скажем так... Там азербайджанские просветители на ранней стадии сыграли большую роль. Поэтому, говоря про интеллигенцию, которая вырастала в том числе и из джадидизма, мы вот недавно вышел фильм «Муржах», наверное, смотрели. «Оян казах», да. И там, например, ему очень сильно помогает герой-просветитель башкирского происхождения. Все знают его имя. И там в том числе и татары есть. Да, совершенно верно. И все эти съезды, которые были в Баку, например... Оренбург тоже, это была такая общая культурная столица казахов, татары, башкиры. Там все съезды там проходили. И когда башкирская автономия создалась, казахская, Алаш-Орда помощь оказывала активная. Да, совершенно верно. Это было единая вселенная была. Это потом уже все разделились и воспринимаем, что вот это наше, это ваше. А в тот момент как бы оно был единый процесс.
Да, и тут же интересно еще, что, например, вы как человек, который разбирается в нейшн-билдинге. У нас есть, кроме Алаш-Орды, альтернатива ее, с одной стороны, с другой стороны, параллельная структура – это Коканская автономия, либо же Туркестанская автономия. Это юг Казахстана, это Кыргызстан, Узбекистан и в некотором роде Туркменистан, которые были объединены в какое-то политическое образование, немного времени совсем, но они собрали… Да. Но они собрали при этом правительство было разноэтничным и так далее. Как вы считаете, если бы, скажем, этот проект получился бы, предположим, совершенно альтернативную историю, где туркестанская автономия осталась бы, вот это уже как раз-таки начало такого большого пересмотра этническо-национальных вопросов, то есть когда нации рождаются, вот именно нация как nation, смогло бы из этого вылезти единая нация туркестанская? Предположим, что там большевики не зашли. Очень предположим. Альтернативная. Да, это совершенно альтернативная вселенная, но могло бы так получиться, что туркестанцы стали нацией, как вот сегодня казахи, кыргызы и узбеки отдельно. Вы знаете, тут гадать, конечно, очень сложно, но заявка на нечто подобное была. И по крайней мере, сегодня для нас эта туркестанская автономия, хоть она и просуществовала всего ничего, и мы знаем, как это было, тем не менее, это такой прецедент, действительно, это, давайте скажем, прототип центральноазиатской интеграции. То есть там всем вместе есть что вспомнить. Будь мы казахи, узбеки, кыргызы или кто-то еще. То есть вот этот момент был, это очень важно, что это было вообще, и что там было как минимум два крутых казаха, это Мустафа Шокай и Мухаммеджан Танашпаев, там стояли у истоков тоже. Это важнейший факт именно с точки зрения нейшн-билдинга, это знаковый факт. В частности, поэтому какие-то бывают нападки на Мустафу Шокая, категорически не приемлем, потому что, по этой причине, потому что это очень важно. Я хотел спросить у вас конкретно про, мы Афганистан, Бабурхана вспоминали, что по хазарейцам? Говорится то, что они Алтын Орданың жасағы, сол жерде қалып қойған. Так, секунду, тут у меня чуть-чуть пробел в знаниях. Не Алтын Орданың, по-моему. Шыңғысханнан. Да, Шыңғысхан, да, примерно так и есть. В целом, да, так и есть. Но другое дело, что язык уже полностью поменялся. Если я не путаю, их в средневековых источниках, кажется, караунасами называли. Но, в общем, да, на самом деле это ответвление, условно скажем, монголов, которые туда заходили в свое время. Но фенотипически они как раз-таки очень близки к нам, например, если сравнивать их с пуштунами или таджиками, скажем. Безусловно, потому что так оно и есть. Но дело в том, что, опять же, мы говорим монголы, в то время монгол — это понятие больше политическое. То есть монголами себя называли очень многие. Чуть позже тюрками называли всех кочевников подряд, хоть и не тюрка, хоть монголы. Потом татарами называли. Татарами называли... Подождите секунду. Поэтому говорить, что они тюрки или монголы, скажем так, в общем, наши люди, откуда-то отсюда, да. Они похожи на нас. Похожи. Очень. Нет, это факт, тут спорить не о чем. А что касается татарами кочевое мусульманское население Золотой Орды татарами называли на Руси. И то же самое население южные соседи называли узбеками. То есть это два, как говорится, экзоэтнонима, то есть люди себя, может быть, так и не называли еще тогда, но их со стороны называли так. То есть западные соседи, северо-западные, татарами называли всех подряд, а южные соседи называли узбеками. То есть поэтому у нас есть условные казанские татары, сибирские татары, крымские татары и закавказские татары. Что закавказскими татарами называли азербайджанцев, никто уже так не говорит. В Татарстане этноним татары окончательно был принят только в 1920-е годы. До того там был некий поиск идентичности. А как они назывались? Булгар? Кто-то назвал себя булгар, кто-то тюрками себя называли, кто-то мусульманами, татарами. То есть как минимум 4 течения среди интеллигенции, каждый из которых на разных основаниях предпочитал называться по-разному. Но такое народное было больше булгар. Насколько я знаю, по крайней мере, по литературе, допустим, Гаяза Исхаки, произведения, в ранних книжках у него еще булгар, а потом уже, оказывается, татар. Хотя это один и тот же человек писал, и причем с разрывом там несколько лет всего.
Вот. Но опять же, булгар, есть такое мнение, что булгар это тоже уже не столько этнически, сколько это конфессионим. То есть булгар в Идель-Урале это мусульманин. Вот, то есть это опять же не надо так буквально понять, что это чистая потомка деревни булгар. Там, нет, это скорее мусульманин, потому что есть среди башкирских деятелей у некоторых был тахалус булгари, хотя там несомненные башкиры. То есть это вот больше в таком смысле. А южные, вы говорите, то есть иранцы, скорее всего, да? Нет, вот, там, где сейчас Узбекистан, Таджикистан, вот эти... Называли нас узбеками. Узбеками называли. Узбеки называли нас узбеками. Ну, они тогда еще не назывались узбеками. Да. Вот интересный вопрос, между прочим. Вот хорошо, что вы это затронули, это интересно. Государство кочевых узбеков, которое всех это Тем более, триггерит. что, да, Золотая Орда, это тоже у меня, как у коллег, любимая тема. И повод еще раз к ней вернуться. Но известно, что от имени хана Узбека как бы называли. Вот сейчас у казахов есть 3 поговорки, пословицы не очень, может быть, понятных, не знаю, молодежи или там, кто не в курсе как бы, исторических подробностей. Но, во-первых, есть, говорят, «дын өзбектен келді». Но это не значит, что казака дынды реткен узбектер, что она с юга, потому что с юга. Это не то. Имеется в виду хан Узбек, во-первых, который реформу осуществил в начале XIV века. И как бы при Золотой Орде стал ислам государственной религией. Так и крымские татары говорят «дин узбектен келген», и ну, ряд народов так говорят. И потом говорят «узбеку загам». «Узбеку загам». Вот, тоже не всем понятно, почему загам, то есть почему, и так далее. И, наконец, еще в XIX веке... это касается хана Узбека? Это касается, вот тут чуть-чуть сложнее. Сейчас к этому, тут уже не просто хан Узбек. Сейчас к этому вернемся. Я братишка хана Узбека. А еще интереснее говорили еще недавно. Біз өзбекпіз, өзбектің ішінде қазақпыз. Ага. Вот это самое интересное. Сейчас это скажешь, прям тебя сейчас плюс, это скажешь, да, сейчас это скажешь, это не все правильно Это поймут. в какое время говорили? Вплоть до конца 19 века включительно. Это было известно, как, ну да, вот узбек, казах, а что тут такого. Но здесь что имеется в виду? Здесь имеется в виду не то, что нынешние казахи – это ответвление нынешних узбеков. Имелось в виду именно то, что узбеками назывались все кочевое мусульманское население Золотой Орды. Вот это узбеки. То есть как бы нынешние казахи – это тогдашние узбеки. Вот в этом смысле. Другое дело, что часть тех узбеков ушла на юг и унесла с собой имя и передала его всему населению. Тоже население же гетерогенное все-таки. Ну, да. То есть сейчас узбеки – это название вот нации Узбекистана, а те средневековые узбеки, которые остались на родине, они потом по ряду обстоятельств, в общем, переименовались, сменили бренд, стали называться казахами. Вот. Но изначально это, в общем-то, один народ. То есть у нас, когда, вы знаете, вот, может быть, вам это уже говорили, вероятно, говорили, но еще раз скажу, вот когда этот фильм «Алмаз Кылыш». «Алмаз Кылыш», казаханға. Да, там где-то этот Шайбани сидит такой в полосатом халате, такой вот как бы... Мухаммед Шайбани именно. Да, и показывают, какой вот он прямо, вот он не наш, вот он чужой. Подведены брови, там, да, такой вот атласный чувак. Вот он не такой, как мы, он другой, он враг. Ну, господи, это родственники. Вот эти Кирей Джанибек. Там притом показывается, что у них мать одна, у него этот с этим. Это родственники, и народ, по большому счету, один. Это все политическое разделение. Это как война Алый и Белый Рос в средневековой Англии. То есть это ни в коем случае не межнациональный конфликт между казахами и узбеками, Аллах сахтасын. Это еще единое постарденское пространство. Вот. По сути, это 2 партии, условно, там, Тори и Виги. Ну, совсем грубо говоря, что-то около того, да. То есть именно через такие очки нужно воспринимать. И вот следы в фольклоре вот до 19 века сохранялись. То есть что такое казак, а что такое узбек. А еще одно время бытовал термин узбек-казак. То есть как бы вот сдвоенный. Но потом уже окончательно в источниках встречается узбек-казак. Притом у нас еще есть термин «ногайло». Ногайло заман. Это тоже типа обозначает себя. Но ногайло это тоже, в общем-то, другое обозначение Золотой Орды. То есть это и не нагайцы современные, и не казахи. Ногайло это вот та общность, когда это еще был один народ. А вот что касается, это вот, например, Тейк, если не ошибаюсь, Джахслыка, он говорит про именно историографические ошибки или неточности, когда говорим про государство кочевых узбеков, которые... Оно вот упоминает... Я помню этот момент, почему я запомнил. Я учился в Польше, мне надо было делать доклад на польском языке. Я зашел в польскую Википедию, чтобы не печатать, чтобы быстрее сделать, потому что у меня не было на компе этих еще. Это первый год, у меня не было клавиатуры польской. Это долго очень было. И там, например, когда про казахские ханства пишешь, там написано: казахское ханство рождается из обломков узбекского ханства. И я такой, типа, не, я лучше сам напишу. Неохота так писать. А дело в чем?
Дело в том, что государство кочевых узбеков, это как термин, он такой же, знаете, он возникает, там вроде есть Абул-Хаир Шайбани, а потом этого государства просто нету. То есть это государство одного хана? Да. Но это узбекистанский, да, советский ученый Бури Ахмедов, вообще сам по себе сильный специалист, уважаемый. Ну да, такой термин был запущен, а потом он дальше уже использовался, уже Причем у нас тоже используется. манипулятивным образом. Ну, конечно, он вводит в заблуждение, потому что это, на тот момент кочевые узбеки, это, в общем-то, как бы, это еще не разделившиеся предки казахов и узбеков, вот так вот скажем. И Абул-Хайр Шайбани, тот же Радик Темиргалиев, допустим, ну и не он один, достаточным основанием считает вообще первым казахским ханом. Потому что, в принципе, если казах даласын басқарып батса, ордасы казак жерінде болса, казақтың бүткіл рулары ішіне кіріп батса, а қай жері казақтың ханы емес. Только потому, что он не урусит. А кто сказал, что когда говорят урусидами, пожалуйста, на Руси были сначала Рюриковичи, а потом были как их Романовы, а в промежутке там еще был Годунов и Бекбулатович, Семен Бекбулатович, да. Тоже наш человек, кстати. Да, ну, вот, да. И, то есть, а кто сказал, что казахский хан это обязательно урусит, или потом Аженебек и Кирия, да не обязательно. Вот, то есть, тут очень, на тот, вы понимаете, еще в 17 веке, вот просто как иллюстрация, чтобы наукообразно не выражаться, вот Жалантос Патр, Бахадур. Вот, Бахадур, и Ялантуш Бахадур. Вот. Ну вот смотрите, правитель Самарканда, построивший на Регистане вот эту медресе, которая Тилякари, кажется, или которая... Я не знаю. Вот одно из трех он построил. Где вот это? Вот которая в центре. Да. Вот, построивший, в общем, вошедший в историю Маверанахра уже как бы вот, ну, нестираемо. То есть как бы понятно, что к узбекской истории он принадлежит. В то же время он казахский алшин, имел родовые земли на территории Казахстана нынешнего и единственный из правителей Маверанахра, кто на стороне казахов лично воевал с джунгарами. То есть как бы он часть казахской истории. Но вот его сейчас, если оживите, спросите, Казахстан, Узбекистан, он не поймет, что от него надо. Понимаете? Вот, то есть вплоть до 17 века еще граница, включительно, граница такая условная и непонятная, где она начинается, где она кончается. Сама идентичность казах, но вот тоже по мнению ряда наших ученых, в том числе вот специалистов Института Усаджучи, она возникла как политоним в 15 веке, когда ханство было создано. Первоначально это вообще была обидная кличка, то есть шайбаниды, вот эти их, казак, что-то вроде черный пиар, короче. Да, сепаратист, как бы диссидент и разбойник, что-то среднее между вот этим всем. Казак, типа, да, черный пиар. Но потом они, может, хотели дискредитации, получился черный пиар, потому что эта полития росла, укреплялась, в итоге вобрала в себя весь восточный Дешти Кипчак, уже казах зазвучало гордо. Вот. И стало, это уже политическое имя, стало общим для всего населения. Как-то, ну, не буду уточнять, там с одним коллегой был спор, не из Казахстана. Он мне говорит, вы, казахи, вообще вышли из Могулистана, вы оттуда произошли. Я говорю, подожди. Да, нет, но там казахское ханство образовалось. Я говорю, подожди, друг, ты что, думаешь, что все казахи расплодились вот от этой группы, которая Женбеком Киреем ушли, что ли? Казахстан Барсулан Тараган. Плодовитый мы, да? Это же не так. Я говорю, они создали некую политическую крышу, которая расширилась, вобрала в себя весь восточный Дешти Кипчак. Вот это все население, вот от него казахи происходят, а не только от тех, кто уж отделился с Киреем Женебеком. Вот. И сначала это было политическое наименование, потом в какой-то момент, как-то неуловимый какой-то момент, оно стало уже этническим. Но мы не можем сказать, в таком-то году это произошло. Это был постепенный процесс. В итоге, да, вот так случилось, что уже казак уже стало наименованием этноса. Но оно стало наименованием этноса уже однозначно, ну, вероятно, где-то веку к 17-му. А до того, подождите, вот я тоже уже раз уж сел на любимого как бы конька. Вот, допустим, это тоже не мое мнение больше, это вот уважаемых коллег мнение, но воспользовавшись случаем транслировать. Вот, допустим, даже Касымхан еще... Вот он воевал, говорит, вот казахи воевали с нагайцами. Ну, какие казахи? Нагайцы не в современном же смысле слова. То есть хан казахского ханства воевал с нагайской ордой, ну, в общем-то, с обеих сторон, в общем-то, единый народ. Но при этом он, допустим, пошел на запад, завоевал Сарайшак. В плане геополитическом, экономическом совершенно ненужный. Вот, есть такая точка зрения, что он, сколько помню, что древняя столица. И для него символическое огромное значение. То есть он все еще мечтал возродить империю. Это мы из него казаха делаем задним числом. Он себя не мыслил как строитель нового национального государства, nation state. Он себя видел носителем имперской миссии Жошаулетным.
Вот. И еще надеялся, что, ну, вероятно, конечно, некая реконструкция, как бы, не могу утверждать, что так точно и было, но есть такое мнение, это довольно обоснованное, что все еще видел свою миссию в масштабах именно Уса Джучи, а не какой-то локальный. И про него, кстати, по-моему, в Тарихе Рашиди, о нем говорится, что не было со времен Джучи такого правителя в Деште Кипчаке. То есть и для автора это все еще большой Деште Кипчак. И от него со времен Джучи впервые появился такой правитель. Вот. И только после того, как уже Касым-хан не смог восстановить империю, ну, понятно, что уже было поздно это делать, уже поезд ушел. И только после этого интересы казахских ханов уже оборачиваются на юг окончательно. И вот с этого начинается, собственно, казахская геополитика. А до того это еще последние аккорды ордынской истории. Хотя это уже казахское ханство. Вот тут вот так вот все. Довольно интересно, да. Что касается истории, в принципе, тюркология имеет свою очень интересную такую начину, называется фолк-историческая тюркология. Притом она не всегда фолк, она иногда даже шире бывает. Например, иногда, когда мы какие-то выпуски выпускаем исторические, с тем же самым Жаксылком Сабитовым или с Радиком, нам комментарии пишут, ну, блин, зачем вы бред несете? Почитайте Мурада Аджи. Полынь, Поля Половецкая. Вам знакомы эти книги? Марқұмда айтып отырып қоямыз. Марқұм, я. Да. Ну, это ладно. Этого уже много очень. Что говорите? Этого же очень много. Да, к сожалению. Тюрки, там, не знаю, тюрок завоевал Рим, тюрки придумали крест, тюрки придумали то, тюрки там в космос, там, я не знаю, море выкопали. Что такое тюрки не сделали? Это какие-то, я не знаю, динозавров одомашнили. Почему так случается? Ботайские динозавры. Да, ботайские динозавры. Я думаю, это не только у нас, я думаю, это более-менее везде так, особенно там, где историческая наука пережила вот такой перелом, как у нас. То есть я не уверен, что так, допустим, где-то в Европе или в Японии, ну, допустим, в России, по-моему, примерно так же. Там древние русы, арии вот эти. Да, то есть это, в принципе, как на мамонтах катаются. Ну, такая детская болезнь роста. Другое дело, что из таких вещей иногда вытекают уже потом идеологически небезобидные вещи, но это отдельный вопрос. Ну, вот смотрите, мы еще, знаете, тут вопрос в том, что это не касается чисто казахов. Ладно, вот есть чисто казахские темы. Шыңғысхан казах. Если это не катит, мы начинаем говорить, ну не мы, а кто-то начинает говорить, ладно, не казах, но тюрок. И поэтому у нас даже мифы какие-то странные, они касаются вот общей тюркской какой-то идентичности, понимаете? И это очень интересно, потому что здесь тоже как какой-то элемент такой, что мы даже мыслим в этих мифах. Наше население мыслит в категориях тюрок больше, чем казах. Ну, я бы не сказал, что население мыслит в категориях тюрок больше. Нет, вот именно вот в этом разрезе. То население, которое в Фейсбуке. Ну, в том числе в Фейсбуке, ну, вот да. это другое. Это так важно, называемые... это важное уточнение. Кибертюрки их называют еще. Да, кибертюрк. Очень хорошее слово. Да, но вы знаете, насчет тюрок ли Чингисхан, это очень хороший вопрос, потому что кого мы называем тюрком, если мы говорим о годах жизни Чингисхана? То есть, если тюрок – это человек, говорящий по-тюркски, то мы не знаем, на каком языке Чингисхан у себя дома разговаривал. Говорят, может быть, Чингисхан монгол или не монгол? Говорят, Чингисхан монголов создал. Он их сделал монголами. Поэтому монгол или не монгол, как бы вопрос такой риторический. То есть, будь он в этом смысле, он, конечно, политический монгол. На каком бы языке он дома не разговаривал. Вот, и относится уже к монгольской истории. Сейчас монгольская история – это монгольская, тюркская – это тюркская. Но, опять же, в реалиях того времени это еще было более-менее единое пространство, поэтому, когда, допустим, выходят споры, а вот Жошы хана сделали основателем казахской государственности, но он же не казах. Извините, а во время Жошы хана кто казах? Опять же, да. Вот, а кто казах? То есть идентичности казаха еще не существует как политическая. Идентичность монгол уже существует, но как политическая, а не этническая. И в итоге именно это создание этой политии Уса Джучи и приток новых племен, это вот был последний аккорд этногенеза действительно. Вот этого казахско-ногайско-каракалпакского, как говорит, этнического коллектива. Коллектива, давайте. Вот. Ну, в этом смысле как бы, не будем говорить, что он казах, но и мы можем его считать некой исходной точкой для казахской государственности. Вы говорили про Гаспаралы или Гаспринский, иногда пишут его Исмаил, один из основоположников джадидизма исламского. Мне просто интересно, вот он повлиял на наших зиялы қауымға әсер етті. Ал мысалы нақты джадидизм келмей тұрып қазақ даласындағы ислам элементтері қаншалықты өзгеше болды?
Ну, джадидизм, если, во-первых, смотрите, какой вопрос. Джадидизм – это не реформа ислама. Это реформа методики преподавания в медресе. Сам Исмаил Гаспаралы, уж не можно сейчас спорить, он это делал по идейным соображениям или он был вынужден, но в данном случае это не имеет значения, потому что важен результат. В любом случае, как бы консервативное духовенство имело огромное влияние там, где он жил. И он каждый свой шаг тщательно, внятно обосновывал по шариату. И никакого нового ислама, какого-то нового толкования ислама он не придумывал. Вот. Единственное, что он придумал, это новый метод преподавания в медресе. То есть он некоторые более интенсивные, доходчивые методики ввел, особенно в обучении чтению и письму, и ввел ряд светских предметов в программу. Вот. Но никакой религиозной реформы он не проводил. Это я почему вам говорю, потому что я знаю, что есть такие представления и у нас, и, допустим, в Татарстане, в разных местах, особенно среди вот людей, как бы интересующихся, но не вполне сведущих, что а вот у нас вот своя дорога, вот в религии мы джадидисты. Вот, джадидизм – это не путь какой-то в религии, это не манхадж какой-то религиозный, это просто реформа системы образования. Вот. И, ну, да, и, конечно, надо признать, что он принес идею нации с собой, но, опять же, это не реформа в религии как таковой, это просто новая идея. Вот. Поэтому говорить до джадидизма, какой был у казахов ислам, какой он не был, это вопрос такой. Просто к чему я это, как будто кішкене еркіндеу болды дейді. Джадидизм келгелі қыз балалардың оқуға мүмкіндігі көбейді дегендей бір ойлар айтылады. Мен соған әкеліп жатырмын да, мен әңгімені. Возможно, вероятно, да. То есть обучению девочек он, конечно, придавал значение. И в целом интеллигенция того времени, да, обучению девочек значение придавала. В этом смысле, да. Там просто очень интересно. Вот, например, вы, если изучали джадидизм, ответьте на вопрос, Абай джадид? Ну, скажем так, без джадидизма Абай бы не был таким Абаем, каким он стал. Но называть его просто одним из джадидских деятелей, ну, вы знаете, можно назвать, можно не называть. Но джадидизм повлиял, потому что медресе, в котором он учился, оно было джадидским. Абай сопа? Вы знаете, соплак, мотив тербар, то есть как бы символика суфийская в его творчестве безусловно присутствует. Толок адам – это то, что с арабского аль-инсан аль-камиль, то есть совершенный человек. То есть, безусловно, суфийская терминология, символика присутствует. Но чтобы он сам был членом какого-то тариката, то есть практикующим суфием, таких данных нет. Есть его, вот, собственно, религиозные его, ну, о религии много не писал, но есть Кара Сюздерг, есть религиозные разделы. Там он выступает как, ну, такой достаточно ортодоксальный суннит, ну, ханафитского масхаба, да. Вот. И не сказать, что нет в нем, искать в нем суфия, я думаю, я бы не стал. Но суфийские мотивы, безусловно, символика, безусловно, присутствует, да. Там просто очень интересно, я недавно открыл Кара Сюздерг, у меня есть такой этот... какой-то красивый юбилейный выпустили. И как раз мы с кем-то там говорили про нововведение, что вот сейчас начали говорить, когда говорят... Раньше говорили казахи просто пайхамбар, сейчас говорят там Мухаммед, саллаху алейхи ассалям. Сас тебжазат. Да, сас тебжазат. И я открываю какое-то там слово, по-моему, 5 или 6, и там написано Мухаммед, саллаху алейхи ассалям. То есть это Абай написал. И это было переведено и издано в Советском Союзе. Я такой, типа, может быть, вот на это посмотрим? В каждой культуре все-таки есть две культуры. То есть есть то, что называют high culture, вот, и есть культура, ну, скажем, как это низовая. Она не низко стоит, понятно. Нет, ну, этническая культура, скажем так. То есть обывательская – это уже нашего времени понятие. Ну, понятно, что во время при модернизации, конечно, элитарная культура в большой степени спускается в массы, при этом где-то упрощаясь. Но если говорить о казахской степи XIX века, то это еще домодерновое общество, в котором еще есть четко есть high culture, а есть народная культура. И это, в общем-то, две разных культуры. И поэтому говорить о казахском исламе, ну, казахский ислам – это чей ислам? Это ислам Абая или это ислам простого кочевника? Ну, вы знаете, вот тут очень большой вопрос, потому что историю, культуру все-таки делает небольшое количество людей. Поэтому это очень такой вопрос, на самом деле, непростой. То есть, как мы говорим немножко в сторону, вот традиционный ислам. Что для Казахстана традиционный ислам? Ну, специалисты считают, что это все-таки матуридическая акида и ханафитский масхаб, а не какой-то условно степной ислам, который, ну, просто он таким сложился вдали от городов, как бы, это понятно, что он тогда не мог быть другим.
Вот. Но считать, что это какое-то специальное вот такое мировоззрение особенное, которое в 21 веке можно возродить и культивировать в эпоху смартфона, это немножко не совсем корректно. Это просто бедная ритуальная часть, скорее всего, да, по разным причинам. Это бедная ритуальная часть, это может быть не полное владение догматикой, не знание каких-то текстов, но это, опять же, вполне закономерно. Может быть, и оседлые жители не все... Но в целом это вообще, если говорить про народные массы, это нормально для определенного в принципе, для определенного момента для народных масс это как бы, да, условно нормально. Вот. Но дело в том, что с точки зрения, вот опять же, казахи, вот казахская культура, допустим, турецкая, это не родственные или не родственные. Но если брать культуру скотоводческую, может быть, в этом аспекте казахи где-то ближе, может быть, к монголам. А если брать высокую культуру Абая и Шакарима, ну, конечно, они ближе там, к Джалалиддину Руми и прочим. Вот, то есть, и мне кажется, что с точки, если брать и смотреть далеко, и говорить о формировании цивилизационной идентичности, то все-таки важнее эта культура Абая и Шакарима. Вот, знаете, вот был такой момент, был спор у меня много лет назад с одним неглупым человеком, когда спорили, как назвать национальный университет. Было два варианта: Аль-Фараби и Чукана-Валиханова. Вот. Ну, против Чукана-Валиханова, конечно, высказываются там всякие, что там сатылып кеткен, там шпион, но это все, конечно, несерьезно, но тем не менее, вот действительно, национальный университет в Алмате как назвать? И вот мой оппонент говорил, что не надо Аль-Фараби, он не казах, он вообще непонятно кто, в лучшем случае кипчак, а вот Чукан-Валиханов это нагаз казак. И то туре. И то туре. Да, ну, ладно. Вот. И я говорю, извините, не поймите, говорю, я не против личности Шукана Валиханова, чтобы его именем назывался университет. Но пусть это будет, конечно, как считал Болсон. А национальный университет – это должна быть заявка на цивилизационную идентичность. Давайте Аль-Фараби. Это мы не принимали это решение, оно уже было принято. Да, читал Шукан Валиханов атындағы. Даже так. Ну, читал Шукан Валиханов университет, да. Ну вот, то есть... И это мы задним числом обсуждали. Ой, зачем так назвали? Я говорю, ну как зачем? Это национальный университет. Я говорю, заявка на цивилизационную идентичность. Казах, Аль-Фараби, не казах, да какая разница в конце концов? И говоря про туркменов, тут такое интересно, что я тоже встречал их в США, когда ездил. Очень интересно, на самом деле, говорить, как там дела с туркменским языком, как туркменская культура продвигается и так далее и тому подобное. Потому что ты вроде знаешь про Кыргызстан много новостей, на самом деле, можно съездить, они к нам ездят. С Узбекистаном то же самое, хотя там немножко другой контекст, они более погружены, на самом деле, в собственный контекст. Да. Но в Туркменистан ни мы не знаем ни про Туркменистан, ни туркмены про нас не знают, и это вот обидно. Но сейчас потихоньку Туркменистан, сотрудничество все-таки расширяется. Вот и президент Казахстана недавно был с визитом в Туркменистане. Проекты экономические, то есть через Туркменистан транзит идет в Афганистан. Ну, потихоньку все-таки развивается сотрудничество. Мы открыли же недавно памятник Махтумкуле, если не ошибаюсь. Да, кстати. Махтумкуло, по-моему, так правильно. Это как раз-таки было во время ШОС, и приезжал Сердар Бердымухамедов, и как раз-таки, если не ошибаюсь, участвовал в этом. Ну, то есть это тоже какой-то шаг определенный. Да, конечно. Арсен бана біздің интервьюдің басында айтып кетті, сұхбаттың басында, сіз саясаттанушысыз. Иә. Осы аймақ па, әлде әлем бойынша ма жалпы сізде? Көбірек осы аймақ, көбірек түркі әлеміндегі ұлт құрылысы процестері. Nation building. Nation buildingтің ең негізгі іргетастары не болып саналады? Мысалы, әрбір ұлттың негізі не? Мемлекеттің жері бар, түсінікті, мәдениеті бар, е? Тағы не? Вы знаете, тут я вам такой расскажу страшный секрет. Есть целая наука о национализме, много общепризнанных специалистов, куча книг написано. До сих пор нет единого определения концепта нации. Их, по крайней мере, несколько, и на каждой находятся серьезные исключения. Поэтому до сих пор это такой не вполне ясный концепт, но, по крайней мере, история обязательна. То есть история где-то важнее, чем язык. Религия, вы знаете, религия в определенных случаях да, в определенных случаях в меньшей степени. То есть, допустим, вот чехи и поляки, ну, из Центральной Европы такие классические примеры будем говорить, вот чехи и поляки, допустим, и те, и другие католики. Но Чехия на 80% атеисты сегодня, и вообще для них никогда этот фактор не играл в их национальном движении, религия роли не играла. У поляков играла огромную роль. До сих пор играет. И до сих пор играет. Почему? Ну, очевидно, потому что вопрос это the other. Кто для тебя другой?
Вот. Для поляков другой это были на востоке православная Московия, на западе протестантская Пруссия. Два врага. Вот. И они были католики. Поляк — это католик, католик — это поляк. То есть Костюшка католик, значит, он поляк, хотя он этнически белорус, но неважно. Да, закончил в США. Да. Американец. Как Кадрагали Жалаери начал нагайцем, побыл казахом, потом стал татарином. Разные уровни. Ну, да, это такая бы шутка, да. А для чехов the other, другой, это были австрийские немцы, такие же католики. Поэтому там все было вокруг возрождения языка, который, опять же, подавляли до определенного периода. Вот у них возрождение языка стало всем. А религия как бы роли большой не играла. То есть это зависит уже от ситуации. Где-то религия роль играет, где-то меньше роль играет. А вот территория? Территория, вы знаете, территория, опять же, у кого-то она есть, у кого-то она нечетко очерчена, а кого-то нету. Кто-то ее потерял. Но, по крайней мере, нация или даже этнос, непонятно, не Смиту, по крайней мере, ассоциировать себя с какой-то территорией должен. Хотя даже из этого правила есть исключения. Есть рома, цыгане, которые как бы уже от ученых узнали, что они вышли из Индии, но как бы даже территории не имели. Но они скорее этнос, чем нация, правильно? Ну да, но я об этносе говорю. А вот, например, по-моему, как раз вот по поводу земли исключением будут поляки. То есть, когда Польша не существовала как государство, ее 127 лет не существовало, если не ошибаюсь. Как государство, она под тремя разными империями она находилась, и Австро-Венгрия, Пруссия и Россия. Ну, они, знаете, не имея земли, сохранили при этом польскую национальную идентичность. Там даже есть... Нет, но они не то, что не имели земли, они не были изгнаны со своей территории, просто она была поделена. Потом у них была мощная многовековая традиция государственности, которую, естественно, помнили. Вот тут все как бы понятно, и сложились-то как бы до того, как их поделили. Вот, но... Кстати, хорошо, вот сейчас натолкнули меня на ответ. Не то, что ответ, но вот вы говорите, что важно для нации. Вот в понятии нации всегда есть понятие «идеальное отечество» и есть понятие «золотой век». Ну, окей. Вот «золотой век» — это период в истории, которым мы гордимся, про который мы сериалы снимаем. Мухтасим Юзиль? Да, то есть мне как-то тоже с одним турецким коллегой немножко спорили. Но я, может, там не вполне корректно выразился. Я когда ему сказал, что Средневековье важнее, чем Каганат, он меня чуть-чуть неправильно понял, как будто я Каганат отрицаю, но ни в коем случае не отрицаю. Но он так услышал и говорит, что вот это же, ну там, эмоционально мне так высказал. Я говорю, хорошо, ты так говоришь, но вы сериал-то снимаете про что? Вы сериал снимаете про османов и сельджуков. Да. Вот вы снимите сначала, когда ты снимешь сериал про Бельгия Кагана, тогда я тебе поверю. Ни одного нет такого Вот тогда я сериала. тебе поверю, когда вы снимете сериал про Бельгия Кагана. А пока что вы снимаете про Золотой век и Эртугрула. Вот это реальная история реальной Турции. Вот вы про это снимаете. Но нет, это ваш Золотой век, скажем так. А у нас какой Золотой век был? Но мы теперь думаем, что Золотая Орда. Золотая Орда, наш Золотой век. Да, Золотая Орда, наш Золотой век. И есть понятие «идеальное отечество». Но это вот тоже такое понятие, как бы, территория, которую народ считает вот по праву своей, в массе. То есть это взрывоопасно немножко. Иногда взрывоопасно, потому что может часть чего-то идеального отечества оказаться в составе какого-то другого государства. А может целая страна оказаться чьим-то идеальным отечеством. Мне кажется, с этим связаны также вот эти вот всякие спекуляции с картами, да, когда пишут типа там большая Казахия, условно, там, или там большая Венгрия. Ну, конечно, да. Ну, вот, допустим, опять же, с картами тоже все, если нет правильного понимания, с картами тоже иногда бывает конфузы. Вот, допустим, вам покажут, вам могут предъявить карту 17 века, там северная граница Казахского ханства будет проходить, ну, где-то вот где сейчас Астана, но не там, где граница Казахстана. Я скажу, вот тебе, что это такое? А это уже сибирские татары. Вот. Но на это, на самом деле, ответ такой, что вот эти вот сибирские татары, вот их потомки — это нынешние казахи, которые там живут. То есть они стали казахами в 17 веке. Но они там жили и до 17 века. Это никуда не уходили сибирские татары, ниоткуда не приходили казахи. Это вот эти люди, они там жили, они там живут, их потомки. Просто поменялась политическая граница, поменялась политическая идентичность. А потом она уже окончательно стала этнической. Понимаете? Вот очень так все. И вот это все именно в контексте ордынской большой истории и постордынской, это все очень ясно и понятно. А вот в рамках советской историографии, где нам поделили по национальным квартирам, и с тех пор вот начали искать древних кассаков там в такой тысячелетии до нашей эры. Вот это порочная методология. Қазіргі таңда келгенде түркі академиясы немен айналысып жатыр?
біздің жобаларымыз. У нас всего за последние 2 года мы инициировали 36 проектов в общей сложности. Ну, некоторые назову. Один это, который вот я сам, где я координатор. Это проект «Тюркское просветительское движение» 19-го, начала 20 века, как раз про джадидскую интеллигенцию. Ну, вот с ее истоков ранних еще на рубеже даже 18-19 и до советской вот этой интеллигенции, в том числе ряд советских деятелей туда войдет. Особенно, да. Это вот как бы история непосредственно просветителей, ну где-то политических деятелей. То есть мы так думаем, что все-таки история, она легче понимается популярным читателям через биографии, особенно когда эти биографии интересные, личности, и когда они переплетаются между собой, что вот этот дружил с тем-то, тот помог этому, этот прочитал того-то и вдохновился. Человеку интересный человек. Оно как бы единая как бы ткань вот этой общей истории, она становится осязаемой, потому что на самом деле, конечно, тюркский мир создали вот эти люди. Вот потому не древние каганы, которые, может быть, не знали, что такое тюркский мир, а вот эти люди, вот эта интеллигенция, которая имела образование и была погружена и в традиционную культуру, если брать того же Абая, например. Это человек, глубоко погруженный в казахскую традиционную культуру, на ней выросший, и человек, глубоко владеющий классической культурой Востока, мусульманского, и европейской культурой через русскую. Вот такие трехкультурные люди, которые все это видели, осознавали, могли сравнивать, и уже глядя назад, да, тысячелетней вот этой высоты, они как бы осознали некое единство, и вот эту идею понесли в массы. И, в общем-то, можно сказать, что донесли, но это был прерванный полет, как мы знаем. Вот этот проект у нас есть. Допустим, только что вот мы издали... Сейчас идет проект у нас целый ряд терминологических словарей тюркских языков. То есть есть терминология разных сфер. Сейчас мы вот издали только что по экономике, военному делу и лингвистике. Это круто очень, потому что да, очень разные термины, хотя, казалось бы, простых, очень... Военные термины особенно. Военные особенно сложно, потому что системы разные. Вот именно, кто полковник, на казахском мы говорим подполковник. Мысалы, полковниктің астындағы адам екенін орысша түсінсе под этим. Понятно же, да? А қазақша неге, мысалы, түріктерде ярбай бар, албай бар, олар бөлінеді өздері. Почему-то это албай, это не совсем как бы соответствует. Да, я к этому, то, что өзіміздікі болса күшті болар. Здесь было чуть-чуть сложнее, но, в общем, в целом вот это базовые термины языков независимых государств и татарский и башкирский. Вот под одной обложкой все там сделать такое, чтобы легко это им было пользоваться. Вот 3 словаря уже вышли, еще целый ряд выйдет. Например, вот это. Или, допустим, есть проект, называется «Сакральная география», но там просто исторически важные места тюркского мира. Вот, то есть там есть что-то сакральности не в религиозном смысле, а в места памяти, скажем так. Тоже это важно, допустим. Есть проект «Выдающиеся личности тюркского мира», то есть такие для детей. Для детей простым, понятным языком биографии выдающихся личностей, опять же. Потому что вот мы, допустим, чуть-чуть отвлекусь, вот есть у нас имена там, допустим... Бейбарс. Да, ну Бейбарс это еще слышали, а вот, допустим, Султан Махмуд Турайгара. Кто такой Султан Махмуд? Ну, мы-то знаем, кто он. Вы-то знаете, а очень многие не знают, что там Махмуд Газневи, который пошел, там, Индию покорил и все на свете. Не все же это знают. А Султан Мурат, допустим. Это... Кто такой Султан Мурат? Это тот, который, да, Мурат, тот самый. Какой Мурат? Османский, который покоритель Балкан. Вот. И, то есть, как бы, даже в именах, вот, и даже читая о выдающихся личностях, можно понять, так вот почему моего дядю назвали это Султан Мурат, а вот что это значит, оказывается. И еще целый ряд проектов. В общей сложности 36 научных проектов у нас сейчас в разработке. И только за этот год планируется издать 64 книги. Ну, часть уже издана, часть вот уже издается, но 64 книги, допустим. Где не можно их приобрести, эти книги? Ну, в Тюркской академии. То есть приехать и там купить? Приехать и купить. Ага, окей. И вот буквально только что мы провели 2-й конгресс истории тюркской государственности. Да, это именно вопросы истории тюркской государственности. Мы собираем ведущих специалистов тюркских стран, и не только тюркских стран, а с Америки, Европы, России, Японии, с Кореи, с разных стран мы собираем, с Монголии обязательно. И собираем специалистов и вот обсуждаем с научной точки зрения ключевые вопросы формирования государственности тюркских народов. То есть первый раз год назад мы провели в Чолпон-Ате в Кыргызстане первый конгресс. В этом году он был уже прошел в Алматы,
второй конгресс, уже более специализированная была тематика, мы посвятили 800-летию образования Улуса Джучи. Но назывался в целом «Чингизидская эпоха в истории тюркских народов». То есть не только Улус Джучи, но и Чагатай, и Ильханиды, и, в общем, вся чингизидская это вот история. Алматы вот недавно да, было, вот только что, пару дней назад. да, вот только что он прошел. И мы в тот раз издали сборник, и в этот раз планируем издать сборник. Были очень интересные доклады, очень интересное общение. И вообще сама по себе работа вот эта совместная, вот хорошо. Совместная работа над такими проектами, она уже сближает людей. То есть, допустим, вот когда эти словари терминологические, просто, ну, это я не был координатором, но у меня на глазах эта работа происходила, там другая коллега этим занималась, как вот в этом проекте участвовали одновременно ученые из разных стран, и как они контактировали, как сам процесс этой работы, он уже сближает людей, уже какое-то общее видение, какую-то общую повестку дня задает. Так что вот от этой академической дипломатии мы занимаемся и надеемся, что с пользой. Ну, желаем вам всяческих успехов на этом поприще. Разумеется, это крайне важная тема, на самом деле, архиважная. Потому что, говоря как о соседях, так и о потенциальных друзьях нашей государственности казахской, в этом плане очень много у нас общего с тюркским миром, и хотелось бы, чтобы эта интеграция проходила. Поэтому большое спасибо, что пришли. И спасибо. всяческого процветания ученым тюркского мира и вашей академии. Рахмет.